ребята, открутили стойки от фита. Стоечки будем отдавать на разборные, чтобы у нас все чики-пики было по ходовке. У нас и так тут все хорошо. Шаровые четкие, линки хорошие еще. Так вот, все тут нормально. Эти пыльники все целые, тяги рулевые целые, все нормально. И вот стойку только вот повезу сейчас на разборные к Алексею. На Чеченко где-то он находится. Хороший мастер по стойкам. Делает разборные. И он делает не просто так, а он как бы на токарном станке их делает, в общем. Шайбы эти. Точит резьбу. Да, и все. Шайбы откручиваешь. Что надо, меняешь. Новые резинки ставятся. Новые отбойники, не отбойники. Он там все делает, в общем. Качает маслом как надо. Хочешь пожестче, хочешь помягче. В общем, вот такое удовольствие. Стоит вроде 2500 на разборную переделать. Ну и как бы нормальный ценник, я считаю. Мы вот с Арменом сейчас все, 2 стойки открутили сами. Буквально 15 минут, да? Ну и то, жабо пришлось снять. Жабо сняли, ага. Вот, жабо, дворники открутили. Имеется доступ вот к этому. К чашке получается вот здесь. Тут шестигранник берешь. И на 27 ключик нужен, накидок желательно. И все. Гайку вот эту откручиваешь. Вот она откручивается. И все. Сейчас повезу, сделаем, поставим. Вообще бомба будет, ляля. Немножко только стойки. Нарекание только на них. Вчера прокатился чуть-чуть. Есть стучок. Вот. А так тачка вообще классная. Едет, никаких шумов, ничего нету вообще. Двигатель обслуженный. Стойки будут обслужены. Коробку мы все обслужили. Так что машинка бомба. Кому нужна такая ласточка, берите. Вся обслуженная, ничего делать не надо. Ну вот, приехал к Алексею. Вот такой вот бокс. Занимается стойками в Якутске. Бокс 51 по Чеченко. Вот сейчас вот свои стойки привез. Он мне сделает все красиво на разборные. И буду я их качать. Да? По сезону получается. Можно масло. Один раз в год. А как получается, вот когда лучше ездить? И какое масло туда заливается вообще? Ну, масло заливается гидравлическое вообще. Ага. На зиму, конечно, авиационное хорошо, до минус 70 идет. Но у нас своя система, свое масло. То есть оно до минус 50 спокойно Да, держит? спокойно держит. За зиму ни одной жалобы не было. А так были, сколько вот стойки бегают после обслуживания примерно? Ну, допустим, ты обслужил, максимально вот сколько было ходили? 5 лет. 5 лет спокойно ходили. 5 лет приезжал человек, через 5 лет, правда, потом пришлось стойки выбросить. Да? Ну вот, ну круто. Нормально. Ну вот такой бокс, подъемник у них. Вы, если что, стойки снимаете, да, получается? Да, снимаем. Ну вот, человек профессионально занимается, так что приезжайте, ребят. В группе Визелей, Фит, Хонды, все приезжайте, сделают. И недорого. Вот человек делает, видите, как красиво. Все на резьбовом соединении. Захотел, открутил шайбу. Никаких вот этих сварочных швов нету, как вот делают у нас, да, все многие на сварку. Это единственный человек, кто делает здесь в городе так. Ну, может быть, еще гравер, да, я что-то слышал, делает так вроде. Ну вот, а так нормально. Так что приезжайте, вот, красивая стойка будет, хорошая, долговечная. Такой бокс здесь, на Чеченко. Ну, я адрес скину. В Вагисе адрес есть, этот бокс. Вот, так что в видеоролике будет под описанием. Ну и ставлю вставочку вот сюда конкретно будет адрес. Приезжайте, делайте. Все, новые стойки установил. Тут он как повыше немножко даже стал. Чуть приподнялся, видно. Круто. Ну все, забрал стоечки. Вот такие стойки у меня, четкие теперь. Все. Вот она у нас шайба разборная. Как раз таки вот на резьбовом соединении теперь. То есть ее открутил, покачал, прокачал, новое масло туда загнали.
чуть-чуть даванули, покачали и ставишь. В принципе, вот такая вот получилась стойка. Ну, хорошо делает вообще, мне понравилось. Как будут ходить, посмотрим. Ну, все вроде ездят, никто не жалуется, все хорошо. Так что буду сейчас на фита устанавливать стоечки. Все, сейчас чай попью, поставлю. И все. В принципе, на этой машине все, что было сделано. Ну, еще вот сейчас регулировку клапанов на днях сделаю. Ну и жидкость тормозную поменяем в тормозной системе. Вот здесь вот. И все на этом. И тачка будет вся полностью готова к эксплуатации. От и до. То есть здесь вообще все новое практически. Все обслуженное. Поэтому такой фит получился. Четкий проект. Ну, плохо не делаем. Как и чужие машины делаем тоже хорошо. Как и свою делаем хорошо. Хоть и на продажу в дальнейшем. А вдруг не, как бы себе ее придется оставить. Ну, посмотрим, в общем. Пока загадывать что-то рано. В принципе, мне машина нравится. Нормальная машинка. Вот. Просто мне за ненадобностью. У меня есть машина. Вторая. Не особо нужная. Поэтому надо продать ее будет. Поедем прокатимся. Посмотрим, как идут стоечки. Чуть-чуть прогуляемся. Вот ямы прохожу. Вот эти ямы, они такие самые-самые. Вот. Четко, блин. Вообще ничего не блякает. Ну-ка. Вообще как будто ям нету, ё-моё. Тут жесткие ямы, я-то знаю. Офигенно вообще. Сейчас вот там еще будет на асфальте жесткая ямина. Попробую на скорости пролететь ее. Как она пройдет, машинка. Там обычно все тачки кидает. Вот тут и кидает сильно, подкидывает прям. Вообще прохожу как на крузаке. Вообще кайф, ё-моё. Не, реально стойки работают, четко вообще. Разборная стойка — это тема, оказывается. Хорошо прокачал. Хоп-хоп. Вот тут сильно кидает. О. Вообще, короче, тут жесткие ямы, но я их вообще не чувствую. Ну, короче, класс. Еще и задние амортизаторы тоже можно разборными сделать, но я пока не стал. Задние аморты целые. Как только что-то с ним случится, сразу на разборке переделаю. Так что, ребята, пользуйтесь. Тема, оказывается, разборной стойки. Я за всю свою практику первый раз сделал разборные. Обычно я всегда покупал контрактные, либо китайские. Это вот на Суксида особенно. Китайские всегда ставил, год ездил. А тут вообще нормально, оказывается. Я лучше так буду делать. Пофиг, что дорого немножко. Но зато потом недорого будет. Приехал, прокачал 500 рублей стойку и все. И поехал дальше. Дорого на старте. То есть когда только
надо ее переделать, там расточить, вот это вот все. Это да, один раз вкладываешься, а потом уже просто качаешь, все, попроще будет. Надо мне под вонючку держатель купить. Завтра поеду, куплю держатель под вонючку. Классно идет, классно. Прямо вот сейчас вот еду, кайфанул. Ой, как же мама занесло черно-белое кино, жизнь веретено, крутим обло, белое крыльцо, красное вино, жизнь веретено, крутит колесо. Пой, ветер, пой, как волк под луной, но только о настоящем какой. Быть может, это наш последний бой. Если падать, то падать звездой. Мое тело качает башкой, город накрывает листвой, асфальт умоет водой. Я болен одной, но для нее я чужой. 5 пропущенных на техе от коллекторов за кредит на 2 техи. Вокруг одни помехи, помехи. Вот они все наши успехи. В моем городе делать нехер. Максимум диплом в политехе. Леха выкупал это по дехе. Внутри себя копаясь, как в старой бэхе, пойми. Проблем уже по шею беги. Как атлет из тумбы-юмбы из этой дыры, которую ты так полюбил. Это романтика провинции, сын. Мы снова остаемся зимовать до весны. Снова поем песни о временах былых. И осадок этой тоски нас окутал как дым. Ой, как же мама занесло черно-белое кино, жизнь веретено, крутим обло, белое крыльцо, красное вино, жизнь веретено, крутит колесо. А я веселый, шалый, шкалы, в руках сухарики и кола. По району все знакомы, все вроде ровно. Но рядом с лавочкой у дамы, сука, снова бухой. Батя в гематомах, как бомж, а я совсем юнец. Поднял его или тащу, стыдно, пиздец. Палит весь двор, слабый изнутри ест. И я поклялся, что не стану таким, как отец. Ее травма, залить собой раны. Вырос рано, счастье как фатаморгана. Плавно день приближается к ночи. Пишу о былом, мы не знает мой почерк. Под легким биточек, между время сжать на газ. Как бы не тушили, огонь не погас. Здесь стекло не даст и паленый адидас. Под лавкой заклад. Апа, пыкин. Да не просто, там инфо, цыгане, курсы, боссы. На прокат колеса, плевать сколько у них связей и бабос. Мы уделаем талантом этих членосос. Ну все, Т10 лампочки я тоже установил. Вот так вот с габаритами работает. Вот они, габариточки светодиодные. А вот так уже с фарами будет работать. Вот. Вон как выход. Фары вообще офигенные просто. Все, вот такая у нас, вот такой тюнинг произошел Хонды немножечко по свету. Вот себе в Харьера тоже втыкаю вот эти лампочки. Тут уже у меня цоколя B3 будет стоять. Вот в Харька сейчас поставлю тоже эти лампы. Потому что здесь у меня линзы стоят. Вот здесь, а здесь уже нет. И потом еще пересвечу вот эти вот тоже. Доберусь до них когда-нибудь. Вот, сделаю четкий себе свет. То есть все испытываю лично на себе сначала, потом уже на людях. Ну, людям буду продавать. Сейчас поставим, посмотрим, как светит. Ну вот, поставил HB3. Вот так вот они светят. Обалденно просто. Вот. Классно просто. Дальний, ближний. Ну-ка посмотрим.
Габариточка горит. Оп. Ближний свет фар. Линзованный. Дальний свет. Сейчас включим. Вот это дальний. Короче, на дальний свет поставил я HB3 хайвиженовский. Вообще будет лупить конкретно теперь. Да. Смотрите, ребята, какой свет офигенный. Вот это я еду, короче, испытываю свет от Hi-Vision. Сейчас поеду в полную темноту, посмотрим, как оно будет все это смотреться. Вот так вот, короче, ближний свет. Вот так вот ближний свет, а вот так вот дальний свет. Вот дальний свет. Нормально? По-моему, вообще нормально. Вот, еду с дальним светом. Вообще как днем едешь, вообще классно. Чуть-чуть шучу, конечно. Вот такой дальний свет на самом деле. Вот. Вот ближний свет, вот дальний свет. Нормальный, короче. Вот еще корректор есть фар. Можно здесь немножко порегулировать. Но мне нравится. Классно смотрится. Обалденно просто. Как днем едешь реально. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Такой фитяра с таким вот красивым светом. Так что, ребята, Hi-Vision рулит. Ставьте себе Hi-Vision с лампочки все, пересвет полностью. Здесь тоже можно было бы поставить такие лампочки, но он и так смотрится четко. Мне нравится. Вот, еще какой плюс Hi-Vision-овских лампочек, это могу сказать то, что потребление электроэнергии у них очень маленькое. Даже если вы забудете свет выключить, в принципе, как бы аккумулятор не посадит, как на обычных лампочках. На обычных лампочках за час просто высосет аккумулятор, можно забыть выключить фары.